Это новости спорта, в студии Полина Долинская. Здравствуйте. Стало известно, кто получит приз лучшего игрока мира «Золотой мяч». Это будет Лионель Месси. Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже. В списке кандидатов на получение «Золотого мяча» значится 30 игроков. Организаторы премии уже уведомили аргентинского форварда испанской «Барселоне» о получении награды. Ранее в сентябре текущего года Месси был признан лучшим футболистом 2019 года по версии Международной федерации футбола. Также он получил премию «Золотая бутса» как лучший бомбардир европейских чемпионатов. С 2004 года аргентинец выступает за «Барселону». За это время игрок 10 раз становился чемпионом Испании, 6 раз обладателем Кубка Испании и 4 раза победителем Лиги чемпионов. 8 раз он выигрывал Суперкубок Испании, трижды становился победителем клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА. На Олимпийских играх в Пекине 2008 года в составе сборной Аргентины Месси выиграл золотую медаль и серебро чемпионата мира 2014 в Бразилии. France Football учредил приз «Золотой мяч» в 1956 году. Чаще всех награды получали Месси и Роналду по 5 раз. Трижды лучшим игроком признавался француз Мишель Платини и голландцы Йохан Кройф и Марко ван Бастен. В период с 2011 по 2015 год награда вручалась совместно с Международной федерацией футбола. Однако в 2016 году ФИФА учредила собственный приз, который стал вручаться по итогам футбольного сезона. В 2018 году «Золотой мяч» выиграл хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич. Что же касается признания в области тенниса, россиянин Даниил Медведев вошел в число номинантов на звание самого прогрессирующего игрока 2019 года по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов. 23-летний россиянин выиграл 4 турнира и дошел до финала открытого чемпионата по теннису в США. В нынешнем сезоне Медведев выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии «Мастерс» в Цинциннати и Шанхае. Кроме того, россиянин выходил в финал на турнирах в Монреале, Вашингтоне и Барселоне. Принял участие в 9 финалах текущего сезона. В рамках ежегодной премии Ассоциации теннисистов-профессионалов будут определены новичок года, теннисист, показавший высокий уровень профессионализма и честности, лучший турнир года, лучший тренер. Победитель будет объявлен в декабре, а победитель в номинации «Прогрессирующий игрок» будет его определять теннисисты. Помимо россиянина на приз претендует 23-летний итальянец Матео Беретти и 21-летний грек Стефанос Циципас. Лучшие самбисты мира в абсолютном весе примут участие в Кубке союзных государств. Турнир пройдет на арене «Ледовый куб» в Сочи 7 декабря. Участниками соревнований станут 16 лучших самбистов мира в абсолютной весовой категории, а также чемпионы мира и Европы из России, Белоруссии, Грузии, Румынии, Франции, Латвии, Казахстана и других стран. Самбо получила признание Международного олимпийского комитета в 2018 году. Нынешний турнир будет вторым по счету, организованной Ассоциацией спортсменов «Мы родом из самбо». В рамках турнира самбисты проведут мастер-классы и встречи с юными спортсменами, фото- и автограф-сессии. Впервые с 2016 года московская «Динамо» обыграла «Локомотив» в континентальной хоккейной лиге. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 4-1. Матч проходил на ВТБ-арене в присутствии более 8 тысяч зрителей. В составе победителей дублем на 9-й и 59-й минуте отметился Максим Афиногенов. По одной шайбе на счету Дмитрия Яшкина и Владимира Брюквина. У ярославского клуба отличился Артур Каюмов. На протяжении 5 матчей подряд в КХЛ «Динамо» не могло победить «Локомотив». В предыдущий раз столичная команда праздновала победу в 2016 году. Тогда встреча завершилась счетом 6-3. Московская команда в последних 5 матчах одержала 4 победы. В турнирной таблице Западной конференции клуб занимает 3-е место, набрав в 32 матчах 41 балл. Ярославский «Локомотив» идет на 8-й строчке, имея в активе 35 очков после 32 встреч. Следующий «Динамо» сыграет с нижегородским «Торпедо» 29 ноября. В тот же день «Локомотив» примет на своей арене «Минское Динамо». На этом все. Будьте в курсе спортивных событий. Всего доброго.